Еўрарадыё у рытме жыцця, у цэнтры падзей. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне, хто глядзіць наш жывы эфір праз сацыяльныя сеткі, ВКонтакце, Аднакласнікі, Фейсбук, а таксама праз наш канал на Ютубе. Мы ў студыі Еўрарадыё. Наш госць сёння гэта мастак і прафесійны дауншифтер Алексей Хацкевич. Прывітанне. Добрый дзень, прывітанне. Тэма нашага эфіра гэта вёска. Надзвычай актуальная, які беларус не марыць вярнуцца з цеснага, шумнага, пыльнага гораду, вёску да каранёў, дзе каласіцца бульба, дзе кароўкі штодня нясуць свежыя яйкі, і вось усё гэта адбываецца, і можна дыхаць вольным паветрам. І я так разумею, Алексей, што вы гэтую мару здзейснілі. Да, был у меня такой порыв. Колькі прайшло ад таго, як вось ідэя з'явілася ў галаве, да моманту, калі вы пераступілі ганак уласнай хаты? Прошло, это я переехал в 2008 году, значит, уже 10 лет. Вот. А придумали вы вось калі? А это было периодически, ну вот как взрослеешь, да, то есть когда юность, студенчество, оно и в городе нормально. А потом, когда взрослеешь, хочется уже что-то глобального, ну как бы корни пустить, или что-нибудь построить, или что-нибудь сделать. И вспышки желания были давно, вот. Но потом у меня была дача, и я попробовал пожить один на даче, не в дачный сезон. То есть это где-то с сентября по ноябрь я там жил один. И ездил в город, вот, мне понравилось, и я решил... Можно выживать на даче запросто, да, и я решил переехать. Алексей, дауншифтер з 10гадовым досведам, мы з яго ўдзелам знялі невялічкі ролик з парадамі пра тое, як ўсё ж таки вырашыцца на гэты шлях, як пачаць. Зараз мы яго паслухаем і паглядзім. Добрый день, меня зовут Алексей. Я вам хочу рассказать, как хорошо жить за городом. Сейчас многие хотят жить за городом, неважно, с чем это связано. С загруженностью на работе, с назойливыми соседями, которые кашляют и сверлят постоянно за стенками, с перенаселением городов. Вот. Но за городом жить, конечно, совсем другое качество жизни. Для того, чтобы выбрать участок за городом, надо определиться с расстоянием от города. Некоторые люди хотят жить более в глухих местах, некоторые хотят жить более, так сказать, ближе к городу, чтобы удобнее было ездить на работу. Но я считаю, что самое лучшее расстояние, оптимальное, это вот до 30-40 километров. Это удобно, развитая инфраструктура, не сильно тратится на топливо. Вот. Значит, весной надо поехать и поискать участок. Вы должны пройтись, неважно, там это будет участок с домом или просто участок, и как любая вещь, которая вот должна быть вашей, у вас должно, так сказать, быть знак на этом месте. Сначала, либо там в груди похолодеть, либо там еще что-то, как любая вещь, которую вы вот видите в магазине там или что-то, она должна вам понравиться сразу. И вы тогда, это верный знак, что это ваш участок. Участок лучше всего приобретать не очень большой, потому что за большим участком надо следить. И лучше всего начинать, конечно, с каких-то небольших пространств, обживать их, сажать цветочки. Вот. Для того, чтобы понять участок, надо приехать на него, снять ботинки, походить по нему, почувствовать энергетику участка, обнять деревья, погладить кусты, поздороваться с участком, сказать: «Здравствуй, земля, теперь мы с тобой будем дружить». Тогда это все очень важно. Это как бы энергетические узлы, которые потом помогут вам, чтобы пустить на этом месте корни. Вот. Жить за городом надо обязательно, имея машину. Потому что часто так бывает, неважно, там, погодные условия или еще что-то, но транспорт может ходить с перебоями. И если инфраструктура развита хорошо и ходит электричка, это удобно. А если вам придется добираться автобусами, либо маршрутками, то лучше всего иметь машину.
чтобы не возникало никаких проблем с передвижением от работы до вашего участка, где вы собираетесь жить. Вот такие парады. Базовые. Ну, а это малая часть. Ага, пачатак. Да. Прыадкрыю таямніцу, Алексея, ёсць жаданне паездзіць па такіх вядомых беларусах, лідарах меркаванняў, да, і паглядзець, як яны тых беларусах, які таксама пераехалі на вёску. А таких шмат, дарэчы? Я знаю, ну, я не скажу, что там много, но какую-то часть я знаю, но еще очень много, которых я не знаю. Я думаю, что в процессе они сами себя дадут знать. Карацей, паглядзець, як яны там налажваюць свой быт и гэтак далей, так? Ну, тут еще хочется, конечно, свои впечатления рассказать, поделиться какими-то советами, чтобы людей не напугало пространство большое, чтобы они не надорвали себя и свое здоровье, оценивали свои силы и вообще всякие, как это сейчас принято говорить, лайфхаки, которые можно делать на земле, чтобы было достаточно просто и комфортно. Карацей, будем ездить до вядомых беларусаў разом с Еврорадио, до вядомых беларусаў на вёску, ці я не ведаю, некие дачные хутора, вёски, дачи, там отдельно же кто-то в шалашах живет, я знаю, там в типе. Можно и к ним заехать. В иглу и в вигвам. Хто во што, ну творчыя людзі, хто во што гаразд. А вось 10 гадоў таму вы адчувалі сябе унікальным чалавекам? Ці вы былі не першапраходцам сярод сваіх сяброў вось у гэтым дауншифтингу на вёску? Я был не первопроходцем, потому что это вот была какая-то волна, вот как в один момент была волна всем ехать за границу учиться, так тут какая-то волна была всем, все начали мои знакомые покупать дома, там Матвей Сабуров, Владимир Шаблинский, там еще ребята, то есть начали покупать дома и обустраиваться на земле. И вот как бы я попал в волну, да, и волна меня понесла. А як думаете, вас сёння прасцей стало с дауншифтингом ці складаней? Все, конечно, зависит от... Ну, напрыклад, вот все домы уже нормальные, видать, пораскупили. Разные знакомые Алексея Хацкевича. Дома есть, и места есть, потому что люди покупают, кто-то продает, кому-то нужны деньги. Все вопрос, конечно, упирается в сколько. Чем больше как бы у тебя средств, тем, конечно, больше выбор. Дарэчы, ключевое пытанне. Да, вот у колькі вот вам абышоўся гэты пераезд? Мне это обошлось в продажу квартиры на автозаводе. То есть я продал квартиру и купил себе землю и дом. То бок вы сыграли ва-банк? Ну да, потому что я понял, что на автозаводе для моего внутреннего мира и моего развития как творческого человека я зашел в тупик, потому что, конечно, там все интересно, вот, и много хороших людей, но экология, опять же, много пьющих персонажей. Контингент, да, и я решил, что нет. Слушайте, ну кажуть же, что у нас на вёсцы усе пьют. Я не адмаўляю, что на автозаводе, видать, таксама там, але... Який контингент там вам сустрелся? Нет, у меня в деревне, даже это не деревня, я живу в агрогородке. Как ни странно, но я себя там ощущаю вот как в настоящей Европе, потому что, в принципе, никто по дворам не шарится, не надо ни от кого ничего прятать. То есть и люди понимают вот эту какую-то субординацию между собой, что не надо вмешиваться в чужое пространство, и там это вполне нормально. Я знаю много случаев, когда там кто-нибудь выйдет из тюрьмы и соберет там команду себе, и тогда там прячут все, и рукомойники закрывают, все сараи там на амбарные замки, но, слава богу, у меня такого нет, у меня все хорошо. А вот это страшное слово «агрогородок». Увесь час зараз читаешь, что там здарэнне адбылося ў аграгарадку, там ці нешта ў аграгарадку, но так паступова заменяе ў Беларусі слова вёска. А ёсць адрозненне, вось вы живете ў аграгарадку, гэта на вёску падобна? Я думаю, что это разница в количестве людей, которые там живут. То есть раньше была деревня и село, сейчас просто село не называют, а называют модным словом агрогородок. То бок это великая вёска? Да, это большая вёска, вот, деревня большая, и там есть и школа, и сельсовет, и клуб, и магазины, и почта, то есть там, больше, чем просто в деревне, есть просто инфраструктуры. А вось у вашым, Алексей, аграгарадку больш людзей, якія там, я не веду, жылі ад пачатку, ці такіх жа вось прышлых, панаехаўшых, як і вы?
Но я статистику не вел, но мне вокруг кажется, вас, много понаехавших, конечно, потому что есть люди из России, и есть из города, вот там соседи у меня. Я знаю, что многие, которые вот там уехали работать в город или в другое государство, то сейчас опять возвращаются, тянет на землю. А ці ёсць такія, хто вось у тую хвалю, пра якую вы казалі, пераехаў на вёску сярод вашых знаёмых, але не ведаю, не вытрымаў чэлендж, да, і вярнуўся назад у горад. Есть. Я потом, думаю, в дальнейших программах про это расскажу. И это пласт закрануть. Да, есть человек, который просто не ужился, ну, то есть, грубо говоря, там местные гнали самогон, вот, сливали стоки в реку, он как-то об этом заявил, ну, ему намекали, не надо. В результате у него сгорел зимой дом, вот, типа от короткого замыкания. То бок все ж таки есть. Конечно, потому что люди, я же говорю, что деревни достаточно разные, и общество в них тоже разное, но все равно я не думаю, что это должно пугать людей, я думаю, что надо искать нюансы, как можно договариваться с людьми или находить какой-то общий выход. Не, ну, в принципе, у горадзе таксама весь час даводзіцца чытаць, калі нехта там шины поколол, там, ці ключом по машине, але, как говорится, кватэры не жгуть, здаецца, конечно. Да. Не, ну, есть соседи сварливые, с которыми невозможно. Да и на дачах есть, где соседи там за метр, что забор туда-сюда, там судятся, пересудятся. То есть это все зависит от человеческого фактора. Алексей, а у вас у аграгарадку хто-небудзь гоніць самагон? Конечно. И вы ведаеце гэтых людей? Да. А яны делятся? Ну, как делятся? За деньги делятся, а так, в принципе, я как человек не пьющий, так меня это не очень интересует, но я знаю, что да, я считаю это нормально. Это как выращивать помидоры или огурцы, это свой продукт. Дарэчы, наколькі там вось вы вядзеце натуральную гаспадарку і людзі жывуць? Ну, то бок, ці вырошчваецца ўсё, ці амаль усё, што трэба чалавеку, сям'і на сезон? Когда я туда приехал, там было как-то больше коров, больше кур у людей. Сейчас я так понял, что это невыгодно содержать, потому что дешевле и проще купить в магазине, потому что кормить надо там сено покупать, комбикорма, то есть это все стоит деньги, и я понял, что людям невыгодно, и сейчас вот из большого стада осталось, вот я вижу 3 коровы. То же самое и с хозяйством. Проще, есть там человек, вот мужик один, который выращивает помидоры, это его бизнес, у него там большие теплицы, он покупает специальные семена голландские, какие-то там у которых супер всхожесть, вот, и мне проще, чем самим это все заморачиваться, там, я пробовал, но потом пришел туман и все почернело, поэтому я предпочитаю многолетние растения, кусты и яблоки, вернее, плодовые деревья, которые урожай, периодически дают. А морковку, помидоры, картошку я не сажаю, потому что проще покупать. Працягнем размову пра агародніну. Літаральна хвіліна засталася у нас да перапынка, і прыйшло пытанне пра сацыяльныя сеткі, пытанне оф-топ. Калі будзе вялікі канцэрт Сашы і Серожы, пытаюцца нашыя слухачы. У якіх вы зараз стасунках з другім удзельнікам гэтага дуэта, і ці ёсць увогуле спадзевы на аднаўленне канцэртовай дзейнасці? Я так сильно не надеюсь на что какой-то... На вертание, да? Ну, не то, что... Да, на камбэк, вот. Но потому что, это как жизненный этап был, то есть занимались одним, начали заниматься другим. Я слежу за творчеством Сергея и смотрю, что его, в принципе, интересуют сейчас немножко другие темы. Вот. У меня тоже немножко другие темы начались. Я, конечно, если будет... какой-то момент, да, если какое-то обоюдное согласие будет, то, конечно, почему бы и нет, можно вспомнить старое. Сябры, перарываемся на кароткую музычную паузу і выпуск навінаў, працягнем праз некалькі хвілінаў, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Стоптаных нябёс
крочить стомлений анёл, на шагах яго сляды ад слёз. Еўрарадыё. Навіны наша справа. 13:20. Добрый день. Про микрофоне Лиза Кучаравая. Запрашаю на короткі інфармацыйны выпуск навінаў. Справа беларускі, якой зламалі нагу на плошчы 2010, дайшла да і камітэт правоў чалавека стаў на бок Майі Абромчык, якая падала скаргу на Беларусь. Пра гэта стала вядома журналістам Радыё Свабоды са спасылкай на расійскага адваката дзяўчыны. Нагадаем, што 19 снежня 2010 года падчас разгону мірнай вулічнай акцыі міліцыянт зламаў дзяўчыне нагу. У выніку яна правяла 7 дзён у шпіталі. У сваім рашэнні камітэт адзначае, што дзяўчыны абавязаны бок правесці поўнае расследаванне, у тым ліку пакрыць любыя судовыя і медычныя выдаткі, а таксама нематэрыяльныя страты заяўніцы і выбачыцца перад ёй. Праўда, надзеі на тое, што дзяўчына атрымае нейкую кампенсацыю, амаль няма. Беларусь паслядоўна адмаўляецца выконваць рашэнне камітэта АН па правах чалавека. Парламент Армении абраў лідара апозіцыі Нікола Пашыняна прэм'ер-міністрам краіны. За яго прагаласавалі 59 дэпутатаў парламента. Пашынян абвесціў 8 траўня выходным днём ва ўсёй краіне. Ён заклікаў армянаў о 20 гадзіне выйсці на плошчу святкаваць перамогу. Адзначым, што Нікол Пашынян у сярэдзіне красавіка ачоліў акцыі пратэсту супраць абрання прэм'ер-міністрам Сержа Саргсяна, які займаў 10 гадоў пост прэзідэнта Арменіі. 23 красавіка Саргсян заявіў пра сваю адстаўку. У той жа дзень прэзідэнт Арменіі Армен Саркісян прыняў адстаўку ўрада. Што тычыцца надвор'я, дык заўтра істотных ападкаў не прагназуецца. Уначы тэмпература паветра будзе вагацца ад 6 да 13, а ў другой палове дня слупок тэрмометра падымецца да 20-26 са знакам плюс. Заставайцеся з Еўрарадыё. Еўрарадыё. Злаві сваю хвалю. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Наш госць Алексей Хацкевіч, мастак дауншифтер. Прывітальні яшчэ раз, Алексей. Добрый день, добрый день. Ну, хто прапусціў на пачатку праграмы, Алексей даваў парады пра то, як стартануць у вёсцы, ці ў вёску, лепш сказаць так, як туды пераехаць. І слухачам, якія слухаюць нас па радыё, было не бачна, што вы ў такіх жоўтых гумовых ботах знаходзіцеся ў кадры. Вось пераезд у вёску, гэта адразу такі лайфстайл робіцца, да, што без ботаў ніяк? Ну, это надо учитывать, потому что, как сказать, погодные условия бывают разные, вот, и на пашне в босоножках, на шпильках не походишь, да. То бок трэба быць падрыхтаваным з гэтым. Конечно, конечно, хотя бы минимально, да. Вось давайте, які прыкладна адсотак часу вы ходзіце ў гумовых ботах? В непогодь. Это весной в основном и осенью, когда идут дожди, либо когда дождливое лето. Клетку можно на галоши поменять, да? Как угодно, нет, кто кому нравится. Многие босиком любят ходить по земле, то есть это доставляет кому-то удовольствие. Но я люблю, чтобы вот у меня был такой комфорт. Вот желтые сапоги, их далеко видно, трактор не собьет. Вечером на дороге, да. Яшчэ што мяне зачапіла, гэта абавязковая наяўнасць аўтамабіля. Я так разумею, што тым, хто без правоў, там ці без свайго транспартнага сродку, ўсё ж такі трэба спачатку вырашыць вось гэта падрыхтоўчае пытанне. Ну, хутчэй за ўсё, да? Тоже такой вопрос, потому что я знаю, что некоторые люди... Я, например, работаю в городе, и жена моя работает в городе, и дети мои посещают социальные точки тоже в городе. То есть школы, и детский сад, да. Поэтому мне машина надо. Но есть люди, которые приезжают в деревню, заводятся там... скотину заводят, вот, какую-то технику и основательно там остаются, то в принципе им не надо вот машина, потому что можно как-то там и с местными договориться, кто-то ездит периодически туда-сюда, вот. Все зависит от того, как ты хочешь. Якую частку дня вы звычайна праводзіце у дарозе? То бок колькі займае вось гэты шлях ад дзвярэй дома, ну я не веду, да дзвярэй работы, до дзвярэй работы, да. Я скажу, что не больше, чем выезд с микрорайона в центр города. То бок хвілінаў 40 гадзінку, не? Какой? Нет, 20 минут. О, класс. Да, я з Малінаўкі еду сюды на Еўрарадыё, у прынцыпе, больш. Калі на ровары, можа, хутчэй, а так ну да, транспортом. Вот если в пробках, то да. Тут...
А вось такі варыянт, як, не ведаю, электрычка, да, Это удобно, это удобно. разглядали вы, да? Ну, таксама ж прыязджаеш у цэнтр горада на вакзал, ідзі куды хочаш, у прынцыпе. Кранули ўжо тэму дзяцей, таксама яна вельмі важная. Ёсць у вас там школа? Есть школа, и причем считается неплохая школа. Вот. Именно там, насколько я вот слышал, что образование до 8 класса там вообще очень хорошее. И мне говорили, что большой процент поступающих в вузы после этой школы. Поэтому школа неплохая. Но поскольку мы работаем в городе, вот, и первый ребенок, дочка, она... Пока мы еще не переехали, она уже училась, в школе в городе, то мы решили своих детей отдать в городские школы. А калі вы пераязджалі, вы аглядаліся, улічвалі гэтае пытанне наконт школы? Ці, ў прынцыпе, было ўсё роўна, вы адразу ведалі, што будзеце вазіць дзяцей у горад, і, гэта не мае значэння? Нет, понятно, что рассматривали разные варианты, вот, и просто, тут уже надо смотреть на обстоятельства. Мы вообще, когда переезжали за город, мы не учитывали этот момент, будет там школа или нет. Прежде всего, учитывали расстояние, сколько это будет от города. А як складаюцца стасункі з суседзямі? Цікава. Мы таксама ўжо пра гэта крыху паразмаўлялі, але распавядзіце, вось хто яны, так у двух словах, як вы пазнаёміліся, ці канфліктавалі калі-небудзь, і калі так, дык наконт чаго? У меня очень замечательные соседи. С одной стороны, живет бабушка Галина Ивановна, а с другой стороны живет Толик. Вот, он недавно купил тоже себе землю и сейчас активно ее разрабатывает. С соседями очень хорошие отношения, и мы всячески на любые праздники и так просто и делимся урожаями, и дарим друг другу подарки. То есть очень хорошо, и уважаем друг друга. А ёсць такая святы, да, агульны стол, не ведаю, ці здаралася такое? Просто гэта такія легенды гарадскія, да, якія мы гарадскія жыхары толькі чулі, што калісьці беларусы так жылі адзін з адным, да, калі свята выходзілі ўсе, сасядалі, адзін то прынясе, іншы это, да, і пачынаюць святкаваць. Пасля гэта з кожнай хаты стол выносяць, да, адзін такі агульны атрымліваецца. Ці было такое калі-небудзь? Нет, я думаю, что сейчас этой тенденции в принципе не наблюдается, просто немножко другая жизнь стала. Но когда праздники, то вот была Пасха, то есть все друг другом поделились куличами, там, яйцами, венцом домашним, то есть разное. То бок усё ж таки індывідуалізм ёсць, захоўваецца, не так, як там, не ведаю. Нет, я думаю, что эти общие столы, это какой-то когда колхозы были, там общее там хозяйство, общий потом стол. Сейчас, конечно, нет, сейчас по-другому немножко. Угу. Цікава. То бок конфликтов никаких? Нет, слава богу, нет. И не хочу провоцировать, и не собираюсь. Всегда можно договориться. Все добренько атрымалася. А як вы думаете, гэта выключэнне, ці ўсё ж таки гэта правіла? Для дауншифтера. Я не знаю, я опять же, мне интересно самому разобраться в этом, и я хочу в этом разобраться, это правило или исключение, но я надеюсь, что это все-таки правило, это не исключение. Я надеюсь, что у нас люди очень хорошие, бывают разные, бывают там с ярко выраженной индивидуальностью, но мне кажется, всегда можно к человеку подход найти. Скажите, Алексей, ці была у вас калі-небудзь думка, да, гарыну ўсё полымем синим, поеду назад у город? Нет, вообще нет. За 10 годов ни водного разу? Нет, я считаю, что и наоборот, когда приезжаю в город, поскорее хочется назад, потому что горит этот город, хочется скорее на чистый воздух, да, на просторы. То бок усё атрымлівалася. Я маю на увазе, што калі такія думкі ўзнікаюць у чалавека, калі ён, не ведаю, там зайшла корова и наклала, не ведаю, там на любимый диван. Нет, надо сразу понять, что все сразу сделать невозможно. То есть это основная ошибка, что люди начинают там корчевать деревья, там вызывают тракторы, равняют. Все сделается, но постепенно. То есть не надо надрыва. Эволюцыйным шляхам. Конечно. А з чаго трэба менавіта пачынаць? Добра, мы набылі дом, мы набылі зямлю. Да? Што першае забяспечыць той узровень комфорта, які пераканае чалавека у тым, што ён на докладном, правильном шляху? Я бы посоветовал сразу, конечно, приводить в порядок дом, делать комфортным для жизни, то есть, если у кого там сортир на улице или там нету воды, то есть
пытаться там, ну, делать скважину, там какие-то удобства, и сразу по ходу сажать плодовые деревья и кустарники, потому что многие думают, что вот я сейчас построю дом, потом посажу сад. Нет, лучше делать все сразу, потому что пока вы будете строить это все, сад начнет плодоносить, и вы будете получать от этого удовольствие. А иначе доведется чакать. То бок логика такая, адразу будуем дом комфортным, каб там можно было сховаться, калі што, ад гэтага надвор'я, там ад прыроды, якая можа крыху нязвыкла, да, але і робім нейкую место для прогулок, да? Ну, конечно, надо сразу себе сделать какое-то гульбище возле дома, чтобы комфортно было, вот, чтобы не в чертополох, там, не в крапиву лезть, вот. И я говорю, что сразу сажать плодовые деревья, малину, крыжовник, смородину, потому что это все через там год-два начнет плодоносить. Как только вы там доделаете свое хозяйство, оно уже и плоды уже будут. Пачне вас радовать. Да. Сябры, не будем раскрываць усіх сакрэтаў, лайфхакаў і таямніцаў, таму што, нагадаю, у Алексея ёсць план паездзіць па сваіх сябрах па дауншыфтингу, знакамітых вядомых беларусах, якія таксама вырашыліся ў свой час на пераезд на вёску, падзяліцца парадамі з імі, паслухаць, што скажуць яны, і распавесці пра гэта усім, у тым ліку і ўсім слухачам Еўрарадыё. Таму зараз, Алексей, дзякуй вам вялікі за корыстнейшие парады. Вам дякую, вам спасибо. И я хочу тоже, чтобы люди присылали свои вот идеи какие-то, советы. Для меня это очень важно, потому что я сам еще, я как бы не устаканенный, я еще в поиске, поэтому, ну, как бы надо это... Ну, все ж таки. Надо советы людей, да, мне это будет очень интересно и приятно. У маштабах сусвету 10 гадоў, якія Алексей Хацкевіч пражыў на вёсцы, гэта не тэрмін, натуральна, таму вучыцца яшчэ ёсць шмат чаму. Дзякуй вялікі, што слухали нас, заставаліся ў нашым эфіры. Да пабачэння на Еўрарадыё, вас яшчэ чакае шмат цікавага. Еўрапейскае радыё для Беларусі.